Давайте, ребят, пока чайник не закипел, я вам покажу и в двух словах расскажу, что за спальный мешок мне отправил интернет-магазин Эксперт Тех. Я заказывал самый теплый спальный мешок. Там несколько видов, наверное, видов 5. В основном там комфорт берут, но я зима взял. Самый теплый, до минус 35, вот тут написано. И у меня это второй спальный мешок в детстве, когда мы еще жили в палатке. Тут мы, как сказать, сено заготавливали. Мы жили в палатке, и дед покупал там ватный, такой, ну, не скажу, что он большой был, ватный спальный мешок. В нем мы спали. Так, ну что тут, как сказать, до минус 35 написано, размеры 2,40, это немаловажный, я высокий, 1,86 м, длина моего, высота роста, и вот это 2,40, я сразу вот в Сыктывкаре там продает мешки тоже, раньше смотрел там, ну, не для моего размера, и 2,40 это с капюшоном. Без капюшона 2 метра. Ну и ширина 95 сантиметров. В таком мешке он находится. Такой мешок. Здесь веревка. Вместо лямки, чтобы, скажем, можно было, даже знаете, вместо рюкзака. Очень туго, конечно. Завязали, капец, как туго. Даже какой-то хитрый узел, между прочим, ребят. Хитрый узел. Вот такой вид, такой вот хаки цвет мешка. Ребят, кому пригодится, кому этот, как сказать, кто ходит на охоту, рыбалку, бывает там вот такой мешок закинешь на лодку, или же, как сказать, когда на снегоходе, на санки закинул, и все. Не надо париться там, едешь в избу или куда-нибудь. Не надо думать, что нету матраса. Вон он, с собой возишь. Давайте посмотрим. 100%, конечно, из чего сделан. Я знаю, что, как сказать, здесь искусственный пух, внутри ХБшка, 100% этот хлопок. И он, когда этот спишь на нем, бывают там мешки, знаете, вот, ну, какие-то вот скользящие, ну, синтетические, и тело не отдыхает, не дышит, не очень, ну, вот, синтетика. Бывает, скажем, в спальном мешке, вот, внутренняя часть вот из такого материала, и он не хороший. А вот этот по-домашнему, ребят, честное слово, как будто вот из такой материал ХБшка. Ну, одним словом, надеюсь, вы поняли меня. Так, ну, тут получается фирма Эксперт Тех. Так, давайте посмотрим. Он очень большой, ребят, честное слово. Очень большой. Вот по размеру самое то. Ну, как будто для меня он сделан. Ну и смотрите, какой ширины, какой он большой. Знаете, вот укрыться можно легко и просто. Тут закрывается молния. Две молнии даже. Как бы вы закрылись, и можно еще снизу там приоткрыть, чтобы ноги там, если вам жарко будет, ногам там можно приоткрыть ноги, чтобы наружу там были. Но у меня капюшон с той стороны получилось, но все равно вот мне хочется сразу просто полежать. О, балдеж, честное слово. И укрылся вместо одеяла. Он такой толстый, плотный, и
знаете, если человек не очень любит жару, ему не боится холода, это для тех людей это даже будет жарко. Он плотный, толстый. Действительно он чувствуется. Производитель Беларусь. В Белоруссии делают. Здесь вот такой вот материал, который водоотталкивающий материал. Внутри, самое главное, вот это мне понравилось сразу 100%. Это ХБшка. Это ХБшка. И когда ты просто раздетым ложишься, в нем будет комфортно. Я сразу это вам говорю. У меня, когда у нас ватный спальный мешок был, тоже вот внутри ХБшка. А есть, бывают, как сказать, спальные мешки продает внутри вот этот материал, синтетика. И тело не отдыхает в нем. Вот ХБшка это по-настоящему. Ох, честное слово, вечером я еще вам буду показывать, как все это будет выглядеть. Я сейчас одету, я в сапогах, а вечером я вам как сказать, покажу уже 100%, как можно там закрыться, молния еще это дело. Так что продолжение будет еще. Я доволен, между прочим. И в летних походах этот мешок сразу вот у меня сейчас сезон. В основном осенью начнется сюда ездить. Этот мешок у меня на УАЗике будет там. Постоянно буду возить. И здесь буду стелить его. И вместо одеяла. И еще небольшой простынь можно там. А можно и без простыни. Так, молния все качественно сделана. Тут еще лента такая. Обязательно переходите по ссылке. Посмотрите характеристику. Я говорю, 100% рассказывать про него не стану. Я как простой человек, обычный человек, охотник, рыбак, я даже с уверенностью смело могу вам рекомендовать. Уже, как я увидел вот эту толщину, во-первых, и вот этот материал ХБшка, который, это много о чем говорит. Он внутри комков я пока не наблюдаю, будем сказать, тестировать. Капюшон такой вот. Все это выглядит как. Можно даже в палатках, скажем. Это вечером я вам покажу. Он просто, я думаю, будет комфортно. И, скажем, мы сейчас в избе. И если два человека, если мы с сыном приедем, я этот мешок вот так постелю здесь. Вот, на 2 человека. Вместо матраса. Прикинь. К этому спальному мешку я бы еще рекомендовал туристический коврик. И, скажем, если в чужой избе вы будете ночевать, там голые нары, там коврик постелили, спальный мешок, это вместо матраса вам будет. Он не такой громоздкий. Вот в этой мешке я вам показывал. И я думаю, будет комфортно здесь отдыхать, ночевать. Так что пока все нравится. А уже завтра, переночую в нем, и завтра уже вам 100% буду, как сказать, говорить, плюсы-минусы, рекомендовать или нет. Там. Конечно, если в палатке там отдыхать еще лучше, благодать, честное слово. Благодать. Такой мягкий. Понравилось. Вот эта ХБшка мне сразу тепло на душе. Вот эта ХБшка. Вот это. И цвет такой приятный. Цвет приятный. Вам надо это ощутить, попробовать. Просто тепло, мягко. И думаю, мне это пригодится. Я буду на нем ночевать, отдыхать. Здесь 100%. Может, и на вторую избу тоже буду брать. Я в чужие избы редко, когда езжу, ночую в чужих избах. А на своих избах вы будете, думаю, видеть этот мешок.
Ладно, сейчас я пожарю яички и сходим уже на рыбалку. Попробуем порыбачить. Включил вот свет, чтобы вам все было видно. Так. Ну, вроде бы... Но тут на английском как-то Made in Belarus вот написано. Вот почему-то в Беларуси делают, но все равно на английском все пишут. Winter. Не знаю, как переводится Winter. Вот. Это интернет-магазин Эксперт Тех. Вот. Температуру тут написано. Ну, уже здесь в двух словах уже все ясно. Ну, здесь еще от материала. Вот была бы надпись там, как сказать, по-русски. Вот тут этот слой, наверное, 100% хлопок написано. А вот остальное я не знаю. 10 тысяч что-то там. Мембрана. Мембрана 10 тысяч, наверное, вот это верхний слой. Блин. Я, ребят, честно говорю, как сказать, честные обзоры делаю. Если доволен, я всегда рекомендую своим зрителям. Если нет, так нет. Так, ладно, все хорошо. Пусть тут так он лежит. Вот сегодня на нем буду я ночевать. Вот смотрите со стороны, ребят, смотрите. Ну вот у меня изба 4 на 4, наверное, и ширина, блин, я думаю, будет комфортно в нем, честное слово. Вот такая ширина. Вот нары у меня на 2 человека, можно 3 человека, вот, смотрите. Половина, ну 95 сантиметров, считай. Вот так он все выглядит. Вот. Вместо одеяла будет. И вместо матраса. 2 в одном. Переходите обязательно по ссылке. Там присмотритесь, там много вариантов есть. Летние, зимние, демисезонные. Там цвет приятный. Толщина мне сразу понравилась. И все понравилось. Сейчас с колбасой я яйцо пожарю. И потом будем бродить, рыбачить. Попадет, не попадет, будем смотреть. Какая-то техника спустилась. Вроде КамАЗ какой-то. Тулан не знаю где, давненько я уже его не видел. Не облаял ничего, значит он не на дороге. По реке может гуляет где-то. Не пощада он у меня. Перед тем как уехать, я выше на машине поеду. Главное, чтобы вернулся, чтобы со мной пошел. О, уже румяный. Быстро подгорает быстро. Сразу яйцо туда бахнем и будет уже такой быстрый завтрак. Ну, не хочу заморачиваться на вкусную там долгую еду, чтобы там варить полдня. Ну, тут еще быстро организую такой
на завтрак. Колбаса уже румяная такая получается. Ну, сейчас яички еще. Еще. Чем больше, тем дольше хватит. Печку тоже сразу беру. Конечно, коробку надо привезти. Все обосрано, блин, с этими мышами проблема. Крыс нету, но от мыши они, конечно, хватает. Зимой более-менее меньше, а осенью вообще куча была в прошлом году. Ну все, пускай жарится. Чайник закипает уже. Завариваю, как всегда, канди. Заварка. Ну, в принципе, нормальный чай. Привык я уже, сколько лет я пью одно и то же. Ну, для разнообразия еще берем этот розовый чай. А в основном канди. Дома всегда тоже канди пьем. Чай закипел, завариваем. Угу. Вкуснота. Хорошо, хорошо, хорошо. Valente. Ah. Tulaan. Чветлин. Tulaan. Ты когда чернита.
2 березы Чурка принес. Это на ночь там, если вдруг подкидывать. Ну, гулять. Что там надо? Синица летает. Так вкусно этот улан может есть. Ну, не хочется ему. Аппетит не нагулялся еще. Ветер не успокаивается. По времени сейчас, ребят, 8 часов 9 минут. Я из дома после 5 выехал. 9 час уже. Я еще в избе. Ну что, ребят, будем завтракать. Завтрак у меня яйцо с колбасой, ну и чай попью еще. Тулану дал сухари. Вообще он как-то не очень аппетита нету. Ну, нагуляет аппетит, съест все. Так, ему еду чуть-чуть попозже еще приготовлю с тушенкой. Попробуем. Как насолил я. Вроде все хорошо. Одним словом, сейчас я завтракаю и сходим на рыбалку. Основная задача, что я запланировал, это наловить примерно 20 живцов и поставить на эти живцы, как же, жерлицы я взял. Осенью, которые я покупал, я вам показывал все это дело. Мне вот хочется еще по последнему льду жерлицы там поставить. Ну, это все зависит от, как сказать, от ловли живцов. Очень тяжело ловится, мелкие рыбы очень тяжело поймать. Ну, все как будет, буду снимать, рассказывать. Все вы увидите. А сейчас я завтракаю. А вот этот соус, лично никому я не рекомендую, не советую. Он безвкусный, какой-то, как будто слизь, непонятно что.
Как кисель в натуре. Молочный кисель. Да. Вернее, так и будет. Молочный кисель. На это и похоже. У нас в Коми Республика вот молочный кисель делают. Еда такая вот. Похожа на это.